Вообще, как говорят, каток репрессий в Крыму продолжается, и продолжается он в отношении крымских татар. Отношения враждебные из-за того, что крымские татары не признают юрисдикцию России в Крыму. Это как бы самое главное. Цель держать крымских татар в состоянии оцепенения и в состоянии страха. Все, наверное, помнят вчерашний день, когда Ростовский военный окружной суд принял решение и вынес приговор в отношении 5 крымских татар, которые в сумме получили срок около 70 лет. В том числе Тимур Абдуллаев 17 лет, Рустем Исмаилов 14 лет, Узеир Абдуллаев, это брат Тимура, 13 лет, Айдер Сальдинов и Эмиль Джемаденов по 12 лет. Это астрономически большие сроки людям, которые абсолютно ни в чем не виноваты. Ни одного террористического акта не совершили, власть в России не захватили, никого не убили и получили такие огромные срока. На этом фоне уже сегодня репрессии в какой-то степени продолжились. Было как минимум 2 обыска в домах крымских татар в Белогорском районе. Теперь насчет того, что услышат ли в мире голос крымских татар, я надеюсь, что услышат. Тем более в эти дни был осуществлен визит президента Украины во Францию и в Германию, где говорили о Крыме в том числе. И позиция президента мне показалась достаточно последовательной. Он даже делал замечания за неправильные переводы. То есть каких-то казусов таких серьезных, кроме этого, не было. Мне кажется, что если позиция будет последовательная, еще Рифат Чубаров призвал сегодня, чтобы президент Зеленский инициировал заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это тоже надо проинициировать. А что касается санкций, которые необходимо усиливать, это необходимо для того, чтобы принудить Россию выполнить условия: полное восстановление территориальной целостности Украины и деоккупация захваченных территорий. Ильмяха, и последний вопрос. Сегодня стало известно, что тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова вывезли из Симферопольского СИЗО в кардиологическое отделение одной из больниц крымской столицы. Как вы думаете, можно ли расценивать эти действия оккупантов как выполнение решения Европейского суда по правам человека? Ну, с натяжкой можно, но если учесть реакцию следователя, который говорил, что это решение ему не указ, ему нужно обязательно решение вышестоящего начальства, а он такового не получал и поэтому не переводит. Ну, в какой-то степени можно расценивать как выполнение этого решения, но по большому счету Российская Федерация не собирается выполнять решения международных судов, международных организаций. Позиция России в целом, конечно, не меняется. А что касается Эдема Бекирова, то Эдем Бекиров — инвалид первой группы, с ампутированной ногой, с сахарным диабетом, с оперированным сердцем, человек, который нуждается в постоянном постороннем уходе. И медицинская помощь ему необходима постоянно. По законам самой Российской Федерации в Уголовном кодексе есть статья, которая как минимум с 3 диагнозами этого человека запрещает содержать в условиях лишения свободы.